1980 году город Алма-Ата стал миллионным городом, и встал вопрос о строительстве метрополитена. В 1988 году разработан проект первой очереди метро, схема которой показана в фильме. В проектах архитектурного оформления станций принимают участие архитекторы алматинских проектных институтов Алма-Ата Гипрогор и Алма-Ата Генплан под руководством ведущих архитекторов Марата Жаксылыкова и Константина Безяева. Проекты архитектурных решений станций метрополитена представлены на снимках. В 1981 году Московским институтом метро-гипротранс было разработано технико-экономическое обоснование строительства первой очереди метрополитена в Алма-Ате. Заказчиком по строительству метро с 1 мая 1990 года является управление метро горосполкома. Говорит начальник проектно-строительного объединения Алма-Ата Метрострой Укшибаев Муратбай Танкибаевич. 1988 года начинается летопись первого метрополитена в истории Казахстана, которому предшествовала огромная работа многих организаций, институтов, такие как Институт сейсмологии Академии наук, Институт геологических наук, Институт математики и механики. Вопросами финансирования стройки занимается бухгалтерия этого управления во главе с главным бухгалтером Маралбеком Смагуловым. Плановый отдел управления, возглавляемый Даригой Альжанбаевой, планированием стройки. Производственный отдел под началом Владимира Герасимова выполняет функции технадзора за строительством. Технический отдел во главе Бахыта Ценова обеспечивает проектно-сметной документацией. Координацию деятельности всех участков строительства выполняет городской штаб во главе с заместителем главы городской администрации Нургазиевым Булатом Нургазиевичем. Интервью по вопросам начала проходки тоннеля дает начальник комплекса по строительству метрополитена в городе Алма-Ате Олег Алимухамбетов. Идут последние приготовления к запуску горно-проходческого комплекса КТ-5-6. До начала строительно-монтажных работ проведена большая подготовительная работа по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства специалистами отдела метро Амангильды Ускеновым и Каныбеком Нурмахамбетовым. Важной вехой строительства метро является митинг, посвященный первой врезке горно-проходческого комплекса КТ-5-6Д2.
На митинге выступили заместитель председателя Алма-Атинского горисполкома Ерменгияев, бригадир проходчиков Сергей Антипьев. В президиуме митинга Нургазиев, Ерменгияев, Баяндаров, Золотов. Почетное право запуска щита было предоставлено бригаде проходчиков, приглашенной из Новосибирска. Положено начало строительства метрополитена в городе Алма-Ате. Вынуты первые кубы грунта из забоя. В облике города появились новые элементы. Поднялись копры рабочих стволов, а под землей идет интенсивная работа. Строительство метрополитена было обусловлено некоторыми объективными факторами, такими как улучшение экологической обстановки города, транспортной развязки, позволяющие высвободить в центральной части города около 500 автобусов. И поэтому метро, которое является экологически чистым транспортом, является уже потребностью города. В строительстве метрополитена принимают участие специалисты треста «Югшахтострой». На стройплощадке рабочего ствола номер 18 БИС станции ЖТСУ ведутся работы по монтажу каркаса копра. Начальник участка Канат Налибаев обсуждает с бригадиром Гутаровым детали сооружения копра.
Еженедельно главный инженер управления метро Мурат Укшибаев совместно с начальником отдела метро Института Алмата Гипротранс Борисом Головань выезжают на объекты строящегося метрополитена и осуществляют контроль за качеством выполнения строительно-монтажных работ на рабочих стволах. В строительстве метрополитена принимают участие посланцы города Горняков-Кентау, работающие на проходных выработках рабочего ствола номер 118 БИС станции Байконур. Проходка проходных выработок ведется специальным способом, методом химического закрепления, разработанным Институтом Виагем.
проходных выработках рабочего ствола номер 114 БИС станции Тулпарк применяется шандорное крепление. Инспектор производственного отдела управления метро Ерлан Жумабаев и начальник МГП Казшахтострой Олег Шпилев спустились в забой для проверки качества выполненных работ. Алма-Ата Метрострой заботится о подготовке своих специалистов. В 1990 году на базе ПТУ-16 создана соответствующая материально-техническая база и открыты курсы по профессии проходчик горизонтальных и наклонных выработок. Занятия по подземным горным работам ведет Урал Хамзабаев. Первые выпускники курсов работают на объектах строящегося метрополитена. Координацию деятельности всех участков строительства метрополитена выполняет городской штаб под началом заместителя главы городской администрации Булата Нургазиева, где решаются вопросы запуска первой линии метрополитена в срок до 1998 года. И еще одно событие уходящего года. В столице Казахстана начато строительство метрополитена. Спуском его в строй разрешатся транспортные проблемы алматинцев, говорит бригадир строительного участка будущей станции Достык Юрий Васильевич Шаринский. Мы находимся на станции Достык, рабочий ствол алматинского метрополитена. Работы начаты 1 декабря прошлого года. Сейчас работаем уже год. Из 8 станций алматинского метрополитена в работе сейчас 6 станций. Нормативное время закончить в первую очередь метрополитена через 8 лет, в 1998 году. Но будет пуск в первой очереди
в 1996 году. По вопросу экологии и экономичности метрополитен во многом выигрывает. При пуске первой очереди метрополитена по трассе метро освобождается порядка 500 автобусов городского транспорта. Так что экономия здесь наглядно показана и видно, что экономично очень. Богатым на события был нынешний год. Год, доказавший необратимость перемен, происходящих в жизни нашего общества.